Добрый вечер. В эфире ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. И вначале коротко о главных событиях. Плановые мероприятия и оформление столицы к Новому году. Глава администрации города Цхинвал отчитался о плановых мероприятиях главе государства. Слова благодарности и государственные награды от президента. Сотрудники банка отмечают профессиональный праздник. Максимально быстро и точно в Республиканском многопрофильном медицинском центре введены в эксплуатацию новые современные анализаторы. Глава администрации города Цхинвал представил президенту Алану Гаглоеву проект новогоднего оформления города Цхинвал и отчитался о ходе работ по подготовке к новогодним праздникам. Алан Габараев также отчитался о плановых мероприятиях по совершенствованию уличного освещения и благоустройству города. В этом году Театральная площадь вновь будет украшена живой елью. Главе государства был продемонстрирован проект будущих декораций, световых конструкций, тематических зон. Особое внимание уделят символике наступающего года. Алан Габараев отметил, что в этом году республиканская елка будет украшена еще более эффектно, чем в прошлом году. От декоративного основания до верхушки. На площади появится инсталляция из светящихся шаров. به وقت رسته میداگل لاشتستم روی ماش خاردگیز لیسموی خزایستوانم بخص بود تا سرطمای چین نلماشتین ویدرن شبتاو فارون نوگاز کدرس ودراشدی ما سوالت در من یاری تدر کدرای بونده بازودست ویدر جوخ بوده کنم فلاشی اسکوما بافده بون کنم باشور خوایم امین وجو فرسو در کنم. Большой светящий шар, который в прошлом году находился на Театральной площади, перенесут в центр города. Он также отчитался о масштабном обновлении системы уличного освещения. رویون بودن در من استلخط کوشته کدفدل افتاد سعیون بیون یعنی بو رایفتم استایون رایفتم قبولون رایفتم ساویتسکینگ زرد دادیمات نکت رایفتم آسیدینسکینگ سر полностью رایفتم دو فورستر بالنیچوون رایفتم Ошибун тервнодест октябрьский венге рухсатайвен ма точечно вокзал венг манам идам крукте камест валама юл дар бом мидам дар сароифтом нападейнис ю форс рухсата авзар камест гурат венгтел وآخرین گویان ایشون دوین کشون باز پودینه ون اون سفید آفورتای وقتی یکتی فرس روخس نسوجه این فرشتیس این نفرشته نای من قام دوار دیگه بکنم شماج ایردوا اون در ایساق ونگ در ای فرسید من نسوجه حالا جوالا ما در دو فرس قام بکنم روخسته من ستالین ونگ در ایساق ونگ در قام دو فرس بکنم روخسته. Алан Гаглоев высоко оценил работу по развитию городской инфраструктуры и подчеркнул, что в этом году большой парк и значительная часть улиц кардинально преобразились. Президент подчеркнул, что все проводимые работы направлены на создание комфортных условий для жителей и гостей столицы Республики Южная Осетия, чтобы они могли наслаждаться и проводить время в чистом и красивом городе. В завершении встречи президент поручил главе столичной администрации представить в ближайшее время план работ на 26 год. Алан Габараев также подчеркнул, что администрация города Цхинвал продолжит плановые мероприятия по совершенствованию уличного освещения, благоустройству придомовых территорий, ремонту дороги и другим направлениям, которые остаются в постоянной зоне внимания городских служб.
Президент Алан Гаглоев вручил государственные награды работникам банковской сферы Республики Южная Осетия, которые отмечают свой профессиональный праздник. Глава государства отметил, что работа в банковской сфере требует не только глубоких знаний и безупречной квалификации, но и высочайшей степени порядочности и профессионализма. Алан Гаглоев поблагодарил сотрудников за ежедневный труд на благо республики. Ваша миссия в современном обществе чрезвычайно многогранна и ответственна, сказал президент республики Алан Гаглоев, принимая сотрудников банковской сферы, которые отмечают свой профессиональный праздник. Глава государства поздравил присутствующих и всех причастных с праздником, отметив их усилия в формировании надежного фундамента для устойчивого экономического роста и процветания нашей страны. Bankovský sféren тестатакаис мермаст знавна нермаст момейнавна чувство гордости иногда переполняет, когда наши коллеги дают такую оценку нашей банковской сфере и всем работникам. Вакуст лакуттогл тенбиродаман нимбастактай сашордов таджитаст босс. Шфда бункан кимамши тестатают хевнштербузнак. Гифортармонорфаканен мамен фидормананис. За заслуги в финансово-экономической области и многолетний добросовестный труд своим указом президент присвоил почетное звание «Заслуженный экономист Республики Южная Осетия» заместителю главного бухгалтера Национального банка Алле Губиевой. Хистерта, Сумохузан, профессионал Тесафорс Макрей. Спасибо огромное. Спасибо вам большое за личный вклад в укрепление банковской сферы. Спасибо. Спасибо. В свою очередь собравшиеся поблагодарили Алана Гаглоева за оказанное внимание и выразили уверенность, что совместными усилиями удастся добиться высоких результатов в работе. Отличившимся сотрудникам банковской сферы глава государства вручил медали в ознаменовании 15-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии, почетные грамоты Республики Южная Осетия и благодарственные письма президента Республики Южная Осетия. Анжела Кукоева, Зарина Кочева, Зарина Татаева, Сармат Кузитаев. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Управления казначейства Министерства финансов Республики Южная Осетия. Ваш ежедневный труд обеспечивает стабильность финансовой системы государства, прозрачность и дисциплину бюджетного процесса, что имеет ключевое значение для социально-экономического развития Республики Южная Осетия и эффективной реализации государственных программ. Особые слова благодарности президент адресовал ветеранам, заложившим прочную основу для дальнейшего совершенствования государственной финансовой дисциплины. Государственные награды и заслуженные почетные звания. Один из ведущих средств массовой информации республики, информационное агентство РЭС, празднует юбилей. 30 лет назад, 2 декабря 1995 года, было образовано агентство, призванное прорвать информационную блокаду и доносить правду о событиях, происходящих в Южной Осетии, до международного сообщества. Основатели медиаресурса и журналисты успешно справились с поставленной задачей. Инициатором создания агентства является заслуженный журналист Батрац Харебов. Было принято решение назвать агентство в честь горы на стыке двух частей Осетии. И сегодня, в честь 30-летия со дня образования, президент Алан Гаглоев вручил государственные награды руководству и журналистам информационного агентства РЭС, отметив их высокий профессионализм в деле информирования населения о происходящих в республике событиях. Президент республики Алан Гаглоев поздравил коллектив информационного агентства РЭС с 30-летием. Он подчеркнул исключительную значимость медиаресурса для республики и поблагодарил за профессионализм и ответственный подход к работе. Служение Родине, преданность своему делу, глубокое чувство ответственности и стремление к объективности стали теми ценностями, которые объединяют несколько поколений сотрудников агентства, подчеркнул президент. Тengestr ხოიბოვარდმან Tengestr Benotis ირესტუნაში ინფორმაციულ რესურსთა ისავდუნახსან მადორტერ შუპლონკო ბარზუნდე კუთხასოთ მოხამორფავად ხიშოვოდრდგი და ნაპუნ კაილონგო მოლოხოტერ მოხტერ ფორსნასტან ნავიჯესტ კოლექტივ
обун хомивилдерней, фэлэмэ фрэндимэнэ обун шикурдэ студыс шикурдэнумэй, нафэн коллективэн рорфэкэнэн веделон тэнвэт мэдэрдэ чифэкуста, мавакурэгдэн шамэй морфэйнэ хэстол, мадэр фэхэчэкэн. Особые слова благодарности Алан Гаглоев адресовал основателю информационного агентства РЭС Батразу Харебову. В самые сложные для Южной Осетии времена именно он решил создать агентство, которое в будущем стало одним из ведущих информационных ресурсов страны. По словам президента, в самые трудные периоды истории республики агентство сыграло важнейшую роль в прорыве информационной блокады. Борьба за правду, честная журналистика и стремление служить интересам страны – это те ориентиры, которые остаются неизменными на протяжении всей истории агентства, подчеркнул Алан Гаглоев. Тенозумиде иресту шенефет блесташеди шенагзан фалворантесарта бокодиохизенохам зенесорен футболистима мерестима кайзагне кавалохишино де бунтада нсанкутта аманудунда рухнес ю форстер мейна форстер тенго кивун khoyo исторесе коллектив ама кад блокодаю дестам ваттер вабун каюнгуди ама вафараста ваоверта каюнгометтуй. За большой личный вклад в реализацию информационной политики, многолетнюю активную государственную и общественную деятельность медалью за трудовые заслуги первой степени награжден основатель агентства, председатель Союза журналистов Республики Батраз Харебов. Юбилей фатулдар махину медар ночега мана юбилдар мимея бою кенчеста сакоду мадын тагурам буна фатулдар штурор фатамах. Главный редактор агентства Майя Харебова награждена медалью за трудовые заслуги второй степени. Почетное звание «Заслуженный журналист Республики Южная Осетия» президент присвоил заместителю главного редактора агентства РЕС Нино Пухаевой. Алан Гаглоев также наградил отличившихся сотрудников агентства медалями вознаменования 35-летия Республики Южная Осетия. И даже в свой юбилей, будучи на торжественной церемонии награждения, сотрудники агентства выполняют свои профессиональные обязанности. Фотограф Карина Газаева также награждена указом президента. В завершении мероприятия Алан Гаглоев еще раз поздравил коллектив агентства с юбилеем. Главный редактор информационного агентства РЭС от имени коллектива выразила президенту благодарность за оказанное внимание и высокую оценку их деятельности. Спасибо большое, Алан Эдуардович, за постоянное внимание и поддержку. Мы постараемся оправдать и надежды республики, ваши надежды всего нашего народа, наших читателей, всех, кто ждет от нас объективной информации. Зарина Кочева, Алим Бетеев, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Со дня основания РЭСовцы на высоком уровне выполняют свои профессиональные обязанности и главную задачу по освещению общественно-политических процессов в Южной Осетии. Благодаря профессионализму, компетентности и добросовестной работе сотрудников агентства граждане Южной Осетии оперативно получают информацию о событиях, происходящих в республике и мире. О деятельности агентства расскажет Стелла Бязрова. Первое и единственное государственное информационное агентство РЭС отмечает свой юбилей. Красивые, нарядные на груди медали. Сразу после торжественной церемонии награждения РЭСовцы уже в строю. Создание информационного агентства было продиктовано временем. Информационная война в отношении Южной Осетии требовала ответных действий. Прорвать информационную блокаду, доносить правду о событиях, происходящих в республике, до широкой международной общественности. Первостепенные задачи, которые были возложены на созданное агентство. С поставленными задачами РЭСовцы справились успешно. С тех пор РЭС ежедневно 24 часа в сутки доносит до читателей актуальную и достоверную информацию. Тогда в
руководстве Комитета информации и печати находились Станислав Яковлевич Кочев и Батрас Константинович Харипов. Была острая необходимость создания информационного ресурса, так как мы знаем, была война, нужно было доносить правду до всего мира. И с этим, наверное, прекрасно справилось агентство РЭС, на которое легла вся нагрузка. За 3 десятилетия работы РЭС зарекомендовала себя как надежный и объективный источник информации, освещая события не только внутри республики, но и за ее пределами. Здесь работают профессионалы, которые, как пчелы в ульях, трудятся ежедневно, чтобы в оперативном порядке доносить актуальные новости до читателей. Мне всегда нравилась профессия журналиста. Быть в центре событий и доносить объективную информацию для читателей. Хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником и пожелать успехов и хороших новостей. Сегодня агентство продолжает развиваться, используя новейшие технологии и современные стандарты журналистики. Особое внимание уделяется цифровым платформам и социальным сетям, что позволяет агентству быть на связи с аудиторией в любое время. Я считаю, что РЭС, имея сегодняшние ресурсы, возможности, они молодцы. Это команда профессионалов, которые, самое главное, любят свою родину, придерживаются главных принципов журналистики. Это объективность, оперативность и точность информации. От нас этого ждет читатель. На первой полосе газеты «Южная Осетия» главная новость. РЭС 30 лет на информационном поле. В честь юбилея сотрудников агентства и руководства поздравили коллеги. Я знаю, что фактически в круглосуточном режиме РЭС неустанно все эти годы предоставляют людям Южной Осетии, далеко за ее пределами, всем, кто фактически интересуется новостями Южной Осетии, оперативную, достоверную информацию. Им доверяет читатель. Празднование юбилея продолжилось в пресс-центре Комитета информации и печати. В этот день поздравления не заканчиваются. РЭСовцы готовятся к приходу гостей. Праздничные шары, фуршет, шампанское и, конечно, главный атрибут любого дня рождения – праздничный торт. Поздравить сотрудников агентства пришли коллеги по цеху, руководители средств массовой информации республики, а также представители разных ведомств, с которыми агентство активно сотрудничает. Слова поздравлений и пожеланий звучали не только от коллег, но и от постоянных респондентов. Вы всегда освещаете работу МВД и органов республики в правильном русле. Именно жестко Я благодарен вам. Я знаю, что без технологий оперативная работа журналиста невозможна. Поэтому в сегодняшний особенный день каждому журналисту информационного агентства РЭС от ЗАО «Стелеком» мы дарим такой небольшой подарок. Это пакет интернета на месяц. По историческим меркам 30 лет не такой большой путь. В нем было все. Трудности в становлении, разные сложные ситуации. Однако РЭСовцы достойно преодолели все преграды. И сегодня агентство является одним из ключевых источников информации для населения. Как и прежде, неизменным остаются главные принципы – актуальность, оперативность и достоверность. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Республиканском многопрофильном медицинском центре введены в эксплуатацию новые современные анализаторы. Теперь проводить лабораторные исследования стало намного проще. Ручной подсчет остался в прошлом. Расширился спектр проводимых исследований. С помощью современного оборудования специалисты смогут делать новые виды анализов. Поставка оборудования осуществлена за счет личного фонда президента России в соответствии с поручением Владимира Путина. Аппараты Республиканского Минздраву переданы в рекордно короткие сроки. В Республиканском медицинском центре Южной Осетии введены в эксплуатацию новые анализаторы. На протяжении недели российские специалисты работали над установкой современного оборудования. В настоящее время в клинико-диагностическом центре установлено и запущено в работу 9 аппаратов. 2 анализатора крови, 3 автоматизированных систем анализа мочи и по 2 анализатора для биохимии и гемостаза крови. Ждем еще кое-какие расходные материалы и приступаем к работе в полном масштабе, то есть расширяется спектр анализов как биохимических, так и иммунологических, что облегчит нашим гражданам
обследования и минимизирует их посещение частных лабораторий. По словам заведующей Центральной клинической лаборатории Мадины Келихсаевой, современные анализаторы способны обработать до 240 проб в час, что не только упрощает работу, но и способствует повышению качества медицинского обслуживания. У этих новых аппаратов очень большая мощность пропускная, то есть они в течение нескольких часов проводят достаточно большое количество исследований без помощи человека. Для обеспечения эффективной работы с новым оборудованием российские специалисты проводят параллельно и обучающие курсы для сотрудников клинико-диагностической службы РММС. Прикомандированы из Дагестана, то есть они официальные представители Миндрей. Миндрей – это производитель новейшего оборудования. И только они имеют право ввести их в эксплуатацию под гарантию. Они сегодня завершают обучение, отвечают на все возникающие вопросы в течение рабочего дня, в первой половине рабочего дня и уезжают. Мадина Келихсаева отметила, что на новых аппаратах максимально легко работать. Достаточно задать необходимые параметры, и устройство продолжает выполнять свои функции в автоматическом режиме. Это значительно экономит время, а что еще важнее, минимизирует риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Напомним, что новое оборудование было передано в дар Республике Российской Федерации. Хочется выразить огромную благодарность Российской Федерации, министру здравоохранения Южной Осетии Суслану Атаровичу и президенту республики за то, что предоставили нам такую возможность работать на передовом оборудовании. С введением в эксплуатацию нового оборудования труд лаборантов значительно упрощен, подчеркнула врач-биохимик Марина Схавребова. Десятки раз более облегченный труд для лаборантов, поскольку меню нынешних аппаратов он намного облегченнее, чем даже те автоматические анализаторы, которые у нас функционировали до этого. Спектр исследований тоже намного расширится. Это, естественно, будет огромная помощь для клиницистов, для диагностики и динамического наблюдения и соответствующей терапии в том числе. Внедрение современных анализаторов в РММЦ стало важным шагом для улучшения качества предоставляемых медицинских услуг в республике. Применение новых технологий, а также обучение персонала, безусловно, будет способствовать повышению уровня диагностики и лечения пациентов. Агунда Губозова, Заур Устаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. 16 декабря на сцене Государственного драматического театра состоится грандиозное событие – совместный концерт легендарных ансамблей «Симт» и «Алан». Коллективы активно готовятся к выступлению. Они представят главные постановки. Первая репетиция уже состоялась. Государственный ансамбль песни и танца «Симт» Республики Южная Осетия имени Бориса Галаева и Государственный академический ансамбль «Алан» Северной Осетии представят двухчасовую программу под названием «Мой Иростон». Fetcho koncerto šavženis цхинвола хсадасам декабра дека концерто родичстан жажи қава дун дека гам декабра никульта хсан шудисн хас шамай ду ансамбл родисой има концерта башакта канжистан совместно номер такаш родичстан ду концерта дар казана қава сим намангел ковчстан доста хонга кофтаро ковчстан олайно кофтаро ковчстан амагаска шушдару тенг А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 9, ночью плюс 1. В Цавском районе днем плюс 7, ночью 1 градус тепла. В городе Квайса днем плюс 4, ночью плюс 1. В Ленигорском районе днем плюс 8, ночью плюс 2. В столице республики в Цхинвале днем 9 градусов тепла, ночью плюс 1. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джиоева, желаю вам всего доброго и до свидания.